Он – один из ярких представителей научной и творческой интеллигенции, человек высокого долга и чести. Его отличают компетентность, принципиальность, доброжелательность, обязательность, способность быстро реагировать на задачи, выдвигаемые государством. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением не только в коллективе Северо-Осетинского государственного университета, не только среди жителей всей Осетии, но и всего Северокавказского региона в системе высшего образования и научном сообществе Российской Федерации. Его научно-образовательная и многогранная общественно-политическая деятельность играют большую роль в гармоничном развитии межнациональных отношений на Кавказе и юге Российской Федерации. И это все о нем. Докторе исторических наук, профессоре, члене-корреспонденте Российской академии образования, заслуженном деятеле науки Российской Федерации и Республики Северная Осетия Алания, лауреате премии имени Коста Ливановича Хитагурова, президенте Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Хитагурова Ахурбеке Алихановиче Магометове. Привыкла все дела двигаться, пускай тень не скопит мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай денег не скопит мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам, и никому не отдам мои года, мое богатство. Уважаемый Ахурбек Алиханович, с большим удовольствием поздравляю вас с этим знаменательным юбилеем и выражаю большую признательность за ту деятельность, которую вы проводите в республике во имя просвещения, во имя науки республики. И мои слова подтверждают многочисленные выпускники Северо-Осетинского государственного университета, которые, не забывая ваше имя, не забывая ваше доброе отношение, находясь в разных концах мира, я знаю, всегда помнят о вас, по вам, как человеку с большим авторитетом, мерят свои поступки и ставят свою жизнь. Я хочу также сказать, что ваше имя известно не только на территории нашей республики, но далеко за пределами. И все вас знают как уважаемого старшего, авторитетного человека, который за все годы своей жизни снискал имя доброго, уважаемого нашего старшего. Многоуважаемый Ахурбек Алиханович, с большим удовольствием присоединяю свой голос к теплым сердечным поздравлениям, которые поступают в эти дни в ваш адрес. Вы многое сделали для молодежи Осетии. В Южной Осетии представители молодежи вас помнят как истинного педагога, знатока своего дела. За время плодотворной педагогической своей работы
Вы воспитали не одно поколение молодежи, учеников и последователей. Вы всегда делали все возможное для того, чтобы сохранить и приумножить преемственность между поколениями в отечественной науке. Уверен, что всю свою энергию, знания и в дальнейшем вы будете использовать для того, чтобы воспитать будущее поколение нашего народа, страны, Великой России. И то, что в Республике Южная Осетия широко известно ваше имя, вы должны об этом знать. Вас все ценят, любят, уважают. И от всего юго-осетинского народа, от себя лично хотел бы еще раз поздравить вас с этим знаменательным днем рождения. Желаю вам успехов, желаю удач в вашей жизни, здоровья, самое главное, мира и процветания. Орденом Славы Осетии награжден Магометов Ахурбек Алиханович. Как корабль назовешь, таким и будет плавание. Эта народная мудрость возникла не просто так. Первая часть имени Ахурбек – Ахур, в переводе с осетинского – учеба. Вторая часть – Бек, в переводе с тюркского – руководитель. Основы характера, стремление к знаниям и желание добиться в жизни многого, твердая жизненная позиция были заложены в детстве, в семье. Родился Ахурбек Алиханович 30 октября в селении Дурдур Дигорского района в большой дружной семье. Учился он очень хорошо. Началось с того, что учитель начальных классов Бесаев ввел 3 или 4 учеников в школу по нашей улице. Ахурбек упросил его, говорит, забери меня тоже. Он забрал, а наша покойная мама, Царство Небесное, вечный покой, говорит, ничего, быстро устанет и завтра не пойдет. Он не уставая. 6 еще не было лет, когда он начал учиться. Нас было 4 брата и 1 сестра старшая, Царство Небесное, Надежда. Я хорошо помню, стоял большой стол в комнате. Эта комната была и кухня, и столовая. Стоял большой стол. В центре керосиновая лампа. И мы садились, у каждого была своя самая сторона, садились и занимались. И, что интересно, самым взыскательным куратором, можно сказать, это была наша неграмотная мать. Тогда ошибки в тетрадях исправляли либо красным карандашом, либо красными чернилами. И она вот так открывает, смотрит и видит, есть ошибки или нет. Когда не было ошибок, вот так погладит по голове и похвалит, скажет добрые слова. А когда, значит, увидит исправление, красные точечки увидит, так посмотрит, покачает головой, ничего не скажет, и пошла либо готовить, либо стирать, либо что-то делать для нас, чтобы утром все уходили в школу, и одетые, и обутые, и в чистой рубашке. Я эти вещи хорошо помню. Его жизненный путь по сегодняшний день все время связан с трудом, с
с рабским буквально трудом. Были очень трудные времена, когда Ахурбек, будучи учеником 8-9 класса, 3 месяца сторожем работал в колхозном саду. Зарабатывал трудодни. Не только сторожем работал. Он находил время и плотничал. Родители Алихан и Маса не могли нарадоваться на своих детей. Трудолюбивые, целеустремленные, доброжелательные. Для каждого человека и мать, и отец считаются святыми. И я могу сказать, что для меня тоже. Я помню их, можно сказать, примерно с 4-5 лет. И особенно мне помнится тот период, я имею в виду раннее детство, когда отец ушел воевать. Он потерял один глаз и в 42-м вернулся домой. А мать все время работала. Даже тогда, когда немцы уже были на расстоянии протянутой руки, я хорошо помню, как она, наши соседки, выбирали и кукурузу зимой. Зимой я хорошо помню, как они в этих домашних тапках, чувяках ходили на работу с сапетками. И вечером возвращались уставшие, мокрые, но все равно работали. Работали потому, что знали, что все это надо было фронту. Не только нам, кто был на месте. Мы делали все, чтобы им было хорошо, когда уже повзрослели, начали работать. Но все равно не смогли сполна отдать то, что положено давать родителям. А в целом наша совесть чиста перед ними и перед Богом. Жнар Алиханов Артахурбек. Авсабон Штурбарок Бону, Амадон Жардабын и Арфаканын, Адафулдар Чиважу и Фандякдах Сауканад. Ждар Махадаг Малапуй Бонтамын Раджи Айвготтой. Фала Сардым Барн Курайттон, Модерма Унындау, Хушын Дакалаш, Тынг Пайда Канын, Дажончин Махургон Васмышлей. Кад Мафалтаран Якухишта Шкалзинаттай Бафтади. Вот Армаштармана Ахурбек Дахужатта Сарда Фандагал на Ражей Кайсудышта. Ма Донбайкахсовта Кайкотат Уитхай. Маханта на Бон Сашуди. Уяш Анаживагай Уафашта Шапшапкутам. Ама Уитхайдардан Штарбужный Ахурбек. А сейчас я хочу обратиться
к десяткам тысяч выпускников, хотя я сам выпускник Горно-металлургического института, чем безмерно горжусь, выпускникам Северо-Остинского госуниверситета, воспитанникам Ахурбека Алихановича. Цените те годы, которые он посвятил вам, чтобы дать вам возможность обрести знания, обрести профессию, прочно, твердо стать на ноги. Цените и сегодня каждую минуту общения с ним, не упускайте эту возможность. Берегите его, чаще говорите ему добрые слова. И не дай Бог, если когда-то Ахурбеку Алихановичу придется сказать словами поэта: «Иль верности не знает вовсе мир, иль позабыл сегодняшнего дня, но все, кого стрельбе я обучил, своей мишенью выбрали меня». Не дай Бог, а дай Бог ему здоровья, благодарных воспитанников и счастья. Амоджим бон райгур Ахурбек, ясыбон дал фарши тари да мадажанагай, да кашартай удон рашул зинадей бавшат. Хсадун рарфаканат. Ахурбека Алихановича я знаю и помню одновременно в двух ипостасях. И как ректора Северо-Остинского государственного университета, и как депутата Верховного Совета Северной Осетии. Естественно, мы много общались в начале 90-х годов, много взаимодействовали, и у меня остались воспоминания об Ахурбеке Алихановиче как об очень целеустремленном, очень квалифицированном и, в общем-то, очень положительном человеке. Наверное, мне не очень правильно было бы перечислять все заслуги юбиляра. Это удел тех, кто больше рядом с ним времени провел, тех, кто его чаще видит, чем я. Мы сейчас волею судьбы общаемся крайне редко, но 80 лет – это достойная дата, и Ахурбек Алиханович к ней подошел вот во всеоружии, имея в виду и опыт, имея в виду и знания, имея в виду и заслуги перед республикой в целом, перед молодежью республики. Поэтому, дорогой Ахурбек, хочу пожелать тебе здоровья, счастья, удачи, многих юбилеев. Не будем уточнять сколько, чтобы не ограничивать волю Всевышнего. И самое главное, наверное, для тебя, как и для любого старшего, чтобы твои младшие тебя радовали. Поздравляю тебя от души с юбилеем. Говорят, что поздравление – это самая изысканная форма зависти. Готов подписаться под этим изречением, потому что нельзя не завидовать человеку, прожившему столь большую, яркую и столь наполненную различными событиями и достижениями жизнь. То, что всегда вызывало у меня независливое, но восхитительное отношение, это постоянное стремление этого человека к новому, неутраченное ощущение вот этого вот обновления, новизны, умение шагать в ритм с временем, а проживая такую жизнь, без этих качеств не обойти, а тем более находясь всегда в группе лидеров нашего народа, лидеров подлинных. И не всегда это означает обладание властью, всегда это означает, наверное, обладание заслуженным и большим авторитетом в нашем сообществе. И это всегда было у нашего юбиляра. Древние греки говорили, что юбилей – это рог, которым оповещают округу о каком-то важном событии. Вот сегодня в нашей республике действительно подлинный юбилей, потому что весть об этом знаменательном событии сегодня, я думаю, дошла до всех уголков нашей республики, дошла она и до нас, сюда, в Москву. Я по некоторым причинам, к сожалению, не могу присутствовать, о чем очень искренне сожалею.
но я всегда рядом с вами, и я всегда ваш младший. И для меня большая честь быть им.